Утро праздничного дня для этих людей начинается с хорошей новости. Долгожданное новоселье отметит 9 семей из 2 общежитий, которые уже давно находились в аварийном состоянии. Семьи наконец могут забыть о переживаниях по поводу семейного жилья. Ключи счастливчикам вручил лично глава региона. Переселение граждан из аварийного жилья проходит в рамках одноименной программы, которая реализуется с 2013 года. На сегодняшний день из 184 семей новое жилье получили порядка 70% жителей, в их числе и Аслан Гандаров. По-моему, лет 10, если не больше, вопрос есть. Обещали, ждали. То, что нам ранее предлагали, нам не подходило. При таком ожидании и то, что мы получали, в итоге делаем. Поэтому пришлось еще ждать. Но наши ожидания, благодаря вам, Урусхану, Айгачану, Вместе с тем, еще 25 семей получили комфортные квартиры в районе Юбилейный. Качество условий, созданных для семей, лично оценил глава региона. Мы больше котельные пусть ставят. Отдельные котельные для всех домов. Надо запретить это уже прошлое, какие бы ни были. И в частном доме поставить, может быть. А в таких домах надо котельную. И уже с учетом разрешения, я сказал, согласовывать с Минстроем. Для того, чтобы и землю с учетом котельной надо ставить. Понимаете вы меня? А сразу после на праздник отмечают 240-летие Назрани. Здесь возле Дворца культуры настоящие народные гуляния. Концерты, игры, мастер-классы и самая приятная дегустация меда. Каждый найдет себе что-то по душе. Наш мед сравнить с другими медами это невозможно. Тем более у нас природа, которая не тронута человеком, и у нас нету там никаких производств. И в основном, если вы посмотрите, липа, да, она собрана в горной части. Это Таргимское ущелье, там, Джайрасское ущелье. И она ни с кем не сравнится, конечно. Счастливые часов не наблюдают. Праздник начался с самого утра. Пока одни дегустируют блюда национальной кухни, другие закружились в ритмах лезгинки. Счастье моему прекрасному Назрани. Самый прекрасный город. Это город, где я живу. И это наш Назрань. С праздником всех жителей. Если на свежем воздухе ношение маски желательно, то в помещении обязательно. Чтобы вирус не испортил настроение, всем гостям раздали медицинские аксессуары, ну а танцевальные ансамбли поддержали атмосферу праздника. За 240 лет Назрань сильно изменилась. В ее состав входит 6 муниципальных образований. Самый крупный культурно-промышленный центр региона развивается с каждым днем. Строятся школы, детские сады, дома культуры, спортивные объекты. Это большая дата. За этот период город Назрань много менялся. И менялся он к лучшему. Но самое главное, важность всего этого праздника и города – это жители. Это жители города Назрань. В действительности город наполнен добротой, образованными, очень уважаемыми людьми. Хотел бы подчеркнуть, что то развитие, которое идет в части промышленного развития, инвестиционной привлекательности, сегодня он уже как бы на большом старте. Вот не только там обувная фабрика, у нас есть другие факторы, которые мы можем развивать город. Единственное, сегодня надо условия создавать для людей. Необходимо, чтобы жители чувствовали себя сегодня лучше. Для этого мэрия города в действительности работала и будет работать. Это неотделимая часть от республики. У нас великолепная республика, и у нас великолепный сегодня праздничный город Назрань. Он сегодня, если можно сказать, все-таки
улучшается. Мы с достоинством можем сказать, что сегодня есть поезд, который именно из Назрани отправляется до Минвоцкого, а сегодня он уже отправляется и до Кисловодска. И это очень удобно, там время тоже поменяли, не в 4:30, а 6 часов утра, 12 минут. То есть это тоже для людей. Все, что делает муниципалитет, власть, глава и правительство, это должно быть касаться каждого жителя для улучшения его жизни, для улучшения. Потому что входить в положение чиновников не надо. Надо входить в положение жителей. Не забыли и про новую дату – День отца. Ее значимость отметил руководитель Совета отцов. Это награда, на самом деле, наверное, всех мужчин и всех отцов Республики Ингушетия. Мы, когда в нашем отцовском сообществе говорим о том, каким должен быть отец, я всегда говорю о том, что нам надо равняться сегодня на мужчин Северного Кавказа, потому что здесь сохранились традиции семьи, сохранились традиции многодетной семьи, сохранились традиции патриархальной семьи. И когда мы создавали Кодекс мужчины и отца, мы, конечно, исходили из того, что если в семье не является главой семьи отец, ничего хорошего из этого не будет. Есть такая русская поговорка: семья без отца, что дом без крыши. День отца в этом году впервые отмечается в России. Указ об установлении нового праздника подписал президент страны Владимир Путин. В честь этого ключа от нового жилья получили еще 36 семей. Праздновали юбилей города до вечера, и без хорошего настроения отсюда никто не ушел. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.